В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Экологи проверяют информацию о возможном загрязнении реки Яна в Якутии. Якутск против Джоды. Мэрия города разберется в суде с китайской компанией, которая должна была застроить 17-й квартал столицы. Ленский Якутск снова в дыму. Если в Якутии ситуация с пожарами перешла под контроль, то теперь горят соседние регионы. Сегодня Марс подойдет на рекордно близкое расстояние к Земле, если чего опасаться людям. Субботник на мемориале угольщикам. Жители Нерюнгри убрались на излюбленном месте горожан. В социальных сетях появилась информация о загрязнении реки Яна рядом с поселком Нижнеянск. Для проверки этой информации на место предполагаемого происшествия выехали сотрудники Устьянской районной инспекции охраны природы. Инспекторы обследуют территорию, акваторию реки, береговые линии, а также возьмут пробы воды. По результатам экологической экспертизы будут приняты соответствующие меры и процессуальные решения. Тем временем уровень воды на другой реке Индигирки может превысить критическую отметку. Сенокосные угодья, расположенные у села Белая гора Абыйского района, могут оказаться под водой. Об этом сообщили в Якутском гидрометцентре. Из-за обильных осадков вода прибывает со скоростью до 1,5 метров в сутки. В результате ожидают, что уровень реки у гидропоста Индигирской в ближайшее время поднимется до отметки 560-570 сантиметров, что превысит критический показатель на 10-20 сантиметров. В Абыйском районе в этом году должны заготовить почти 2000 тонн сена. По состоянию на 20 июля план выполнен всего на 5%. В Якутии в самом разгаре навигация. Ленский речной порт успешно выполнил намеченные планы с мая по июль. О том, сколько речникам удалось доставить грузов, в сюжете Светланы Болеевой. Более 100 тысяч тонн грузов переработал Ленский речной порт с начала навигации. Поставленные планы с мая по июль выполнены. 135 тысяч, я уже сказал, 800 на сегодняшний день переработано. При плане 326 тысяч. На сегодняшний день мы выполняем плановые показатели этого месяца. Навигация, по словам заместителя начальника речного порта, проходит довольно активно. Большая вода этому способствует. Каждый день приходит по 3-5 судов. Порт одновременно обрабатывает несколько. Часто приходится работать с подхода. Рейд практически пуст. Суда разгружают быстро. Речпорт производит работу в круглосуточном режиме. Вся механизация в исправном состоянии и постоянно задействована. Сегодня работаем 3 потока. Это работает 3 крана. Вечером будет, по всей видимости, ближе к вечеру будет задействован Дерек, 100-тонный кран. У нас тяжеловес пришел, там 2 липхера, по-моему, и буровая установка. Груз в речпорт поступает, как всегда, разнообразный. В день, когда проходила съемка, подошло судно «Борис Полосков» с опасным грузом. Работа шла в 2 потока. В адрес компании по-прежнему идет и много техники и цемента. Через нас проходит техника, оборудование для шахт, для рудников. Это Мирнинские, Удачинские, Гоки, Нюрбинский. Все идет с колес. Да, у нас мы тоже в составе компании. ПО «Алмаз» является подразделением компании. И в основном мы перерабатываем грузы компании. А клиентура – это дополнительный доход. В этом году речпорт должен переработать порядка 350 тысяч тонн грузов. Осталось еще чуть более 200. До конца летней кампании почти 3 месяца. Так что речники уверены, что полностью выполнят заявленные компанией объемы. Только бы погода не внесла свои коррективы. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Якутск против Джоды. Администрация города подала иск в суд на китайскую компанию, которая должна была застраивать многострадальный 17-й квартал. Соглашение о развитии застроенной территории стороны подписали еще в 2015 году, а первый дом планировали сдать в этом. Но дальше свое дело не пошло. В результате мэрия Якутска в одностороннем порядке расторгнула договор. Китайцы ушли, а люди с разрушенными надеждами остались. Тему продолжит Сарглан Захарова.
Вот так сейчас выглядит стройка века на знаменитом 17-м квартале. Голые сваи, мусор на территории, разбитая сторожка. Ни одного строителя и стройка не охраняется. И поэтому она сейчас выполняет больше функцию как детской площадки, так и места отдыха и сбора молодежи. С ведрами мне страшно выйти вечером. Я никогда не пойду вечером выносить ведра, потому что тут кто только не ходит. Надежды рухнули. Жители 3 домов вокруг застывшей стройки не знают, когда произойдет долгожданное новоселье. Расселять должен был китайский застройщик. В итоге ни квартир, ни условий. У нас наклон стал. Дом еще хуже и хуже. За 2 года совсем уходит в другую сторону. В последнее время стало страшно. Мы с мужем сюда в 9-м году заехали. Дом был более-менее. Тоже так же взяли кредит, что могли, только пока купили. Крен видно без специальных приборов. На 1-м этаже полы приподнялись почти на полметра. Приходится подрезать двери. Видно, да? Вот теперь. Оп. Щели в стенах, сырость, неприятный запах. Год вода не уходит из подъезда. Раньше мирились с такими условиями. Верили, что Джода переселят. Ну, мы ждали, когда устроили, мы радовались, конечно. Думали, ожидали, вот скоро наконец-то переедем в новую квартиру. Но с каждым разом то, что один строитель приходил, уходил, второй приходил, тоже ушел. Но эта радость у нас все меньше и меньше. Если дом не рухнет, то сгорит, уверены жители. Каждые, получается, полгода мы пишем о том, чтобы нам поменяли проводку. Уже 3 раза горело, выключали полностью весь дом в свет, вот это вот. Ни один не пришел, вот это все не исправил. Надеялись на китайского строителя и в администрации Якутска. Согласно договору, мэрия подвела к кварталу все инженерные сети, расселила жителей аварийных домов. Тех мощностей, которые, были необходимы Джоде для завершения строительства 1-го блока, 1-го дома, их было более чем достаточно, но, к сожалению, Джода свои договорные обязательства не выполнила. Договор расторгнут. Осенью брошенные участки вновь пустят с молотка. 3 квартала поделят на 6 участков для разных компаний. Однако земли под 1-м домом на правах аренды все еще принадлежит китайской Джоде до 2023 года. Чтобы отбить землю, придется повоевать в суде. Выдержат ли аварийные деревяшки и не затянутся ли якутско-китайские войны, в Джоде до сих пор хранят молчание. Саргалана Захарова, Илья Сыромятников, Владимир Павлов, Якутск. Минстрой Якутии рассмотрит возможность приобретения жилья для детей-сирот на вторичном рынке. Такое поручение дал исполняющий обязанности председателя правительства республики Владимир Солодов. По данным ведомства, в 2017 году жильем обеспечили более 520 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 2018-2019 годы по плану квартиры должны получить 733 и 427 человек соответственно. Приобретение жилья на вторичном рынке необходимо для того, чтобы выполнить обязательства перед этой категории льготников в срок, так как в Якутии жилье для детей и сирот обязаны предоставлять в течение 3 лет. А в администрации Алданского района состоялось торжественное вручение свидетельств, которые дают право молодым семьям получить социальные выплаты для приобретения квартиры или строительства индивидуального жилого дома. Таких семей в районе в текущем году 39. На основании свидетельств они получат субсидии в рамках муниципальной подпрограммы, реализуемые за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов. Айсен Николаев сегодня работал в Горном Улусе. Глава Якутии посетил объекты в ряде населенных пунктов и провел совещание по организации и проведению игр Манчары. Все подробности в материале Ланы Ильиной. Зверохозяйство в селе Магарас занимается разведением черных и белых лисиц. Также пробуют разведение соболей. Проблемным вопросом тут является вопрос земли и ветхих строений. Строящиеся объекты к 21-м играм Манчары по национальным видам спорта – это стадион на 3000 зрителей, манеж, ипподром и стрелковый тир. Стадион построен еще в 1990 году. Сейчас требуется его обновление. У нас 5 основных объектов. Так, первый объект – это стадион на 3000 мест. Перед нами стоит задача построить его с нуля, так как нынешний стадион пребывает в очень плохом состоянии. Планируем сдать объект к играм Манчары. Второй объект – это стрелковый тир с интернатом на 75 мест. Местный производитель представлен СХПК «Горный ас» и «Горный мясопродукт». «Горный ас» занимается производством молочной продукции. На 1 января 2018 года произведено более 3500 тонн молока и
и сливочного масла 75 тонн. Также имеется колбасный цех. Продукция реализуется в основном в Улусе. Мясная продукция, горный мясопродукт, полуфабрикаты, колбасы используются спросом у местного населения. В этом году планируется около 60 тонн готового продукта. Имеет свой магазин в селе Бердигисях и поставляет в город Якутск. 34 вида продукции производит. В селе Асыма и исполняющий обязанности главы пообщался с индивидуальным предпринимателем Петром Даниловым. Крестьянское хозяйство увеличило количество скота с 20 на 283 на данный день. В заключение рабочей поездки состоялось совещание по социально-экономическому развитию горного Улуса. Радует то, что есть очень хорошие перспективные проекты, начиная от туризма, сельского хозяйства, переработки, даже инновационных производств здесь на территории района, которые могут быть здесь развернуты в рамках той же агломерации. И сегодня в районе идет активное развитие. Практически сюда уже пришел в Бердигистях магистральный газопровод. И с этого года уже начнутся работы по внутрипоселковой газификации. Алана Ильина, Джулустан Иннокентьев, Горный Улус. Якутия планирует войти в топ-30 национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. Сегодня в Доме правительства состоялась встреча с представителями деловых объединений. Основной темой стало обсуждение места, которое регион занимает в рейтинге, и в целом проблематика повышения эффективности работы и улучшения деловой среды. За реализацию каждой целевой модели и показателя рейтинга руководители исполнительной власти несут персональную ответственность. Таким образом, работу выстроят по пути тесного взаимодействия с предпринимательским сообществом. У нас 3 дня работает представитель агентства стратегических инициатив, эксперт Дмитрий Анатольевич Волков, который имеет большой опыт работы в различных регионах России. И вот подытоживая те результаты, которые он получил при работе в органах власти, мы сегодня такое расширенное заседание проводим. Более подробно мы уделили внимание 2 целевым моделям: совершенствование процедур получения разрешения на строительство и совершенствование процедур доступа к электрическим сетям. Подробно разобрали 2 эти целевые модели и определили направления, на которых мы сосредоточимся в дальнейшем для достижения результатов. На Якутской ГРЭС-2 продолжают подготовку к отопительному сезону. Основное внимание уделяют наладке оборудования и устранению недостатков, которые обычно возникают в так называемый период роста нового объекта. Напомним, что с момента запуска Якутской ГРЭС-2 произошло 5 случаев перебоя с электричеством. На сегодняшний день все технологические нарушения расследованы и 80% плановых работ выполнены. Все ремонтные работы завершат к середине сентября. И к новому отопительному сезону станция выйдет с выполненным планом. Полностью пересмотрели систему обеспечения собственными нуждами. Значит, сделали отдельный контур обеспечения сжатым воздухом между компрессорно-инструментального воздуха и азотной компрессорной. Провели часть мероприятий, связанных с правильной работой пиковых водогрейных котлов утилизаторов. То есть по завершению вот этого комплекса работ можно сказать, что оборудование уже будет надежно работать. В этом году в Якутии в рамках пилотной программы по ускоренной замене лифтового хозяйства заменят 49 лифтов в 32 многоквартирных жилых домах, в том числе в городах Якутск и Нерюнгри. Мероприятия начнутся уже с декабря этого года и завершатся в апреле 2019-го. Тему продолжит Дмитрий Тымыров. Напомним, в 2017 году Якутия впервые стала участником пилотного проекта по ускоренной замене лифтового хозяйства. Тогда было заменено 160 лифтов в Мирном и в Нерюнгри. Тогда генеральным подрядчиком выступила ПАО «Карачаровский механический завод». Больше всего лифтов в прошлом году заменили в Нерюнгринском районе – 149. Старый лифт был в ужасном состоянии, кнопок уже не было, весь пошарпанный, дверные тоже были все полопанные. Сейчас очень рады, что поменяли лифт, красивый, комфортабельный. Ожидание было, конечно, долгим. Я как человек, который 2 месяца ходил пешком на 10-й этаж, говорю, но это стоило того, лифты замечательные. Работы на сегодняшний день полностью выполнены, исполнение 100%. И по этой программе были заменены у нас 160 лифтов в 72 многоквартирных домах на общую сумму 306 миллионов.
Пилотный проект продолжается. В этом году заменят 49 лифтов в 32 многоквартирных домах Нерюнгри, Мирного, Ленска и Якутска. Выделят 160 миллионов рублей. По городу Якутска у нас 5 многоквартирных жилых дома, 14 лифтов. Адреса у нас там Петра Алексеева, 83, корпус 18, Халтурина 18, Лермонтова 58, корпус 2 и Кирова 27, корпус 1. Сейчас подрядчик разрабатывает проектно-сметную документацию. К замене лифтов он приступит в декабре этого года. Строительно-монтажные работы должны завершить до апреля 2019 года. Дмитрий Тымыров, Артем Алексеев, Якутск. А сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. Ленск и Якутск снова в дыму. Если в Якутии ситуация с пожарами перешла под контроль, то теперь горят соседние регионы. Сегодня Марс подойдет на рекордно близкое расстояние к Земле, если чего опасаться людям. Субботник на мемориале угольщикам. Жители Нерюнгри убрались на излюбленном месте горожан. В эфире телеканал Якутия-24. Мы продолжаем наш выпуск. Сегодня Якутск снова окутал дым от пожаров. Задымление связано с увеличением площадей возгорания на границе с соседними субъектами, а также зафиксированными термическими аномалиями в зонах контроля в самой республике. Смог пришел из Вилюйска, группы районов и Красноярского края. По оперативным данным, на утро сегодняшнего дня в республике тушат 5 пожаров. При этом огонь не угрожает населенным пунктам и объектам экономики. На Ленском районе также наблюдается незначительное задымление из-за пожаров в Иркутской области. По заключению Центра гигиены и эпидемиологии, концентрация оксида углерода и диоксида азота не превышает предельно допустимого значения. Однако жителям все же рекомендуется применять средства защиты от задымления, закрыть окна и двери, проемы завесить влажной тканью, чаще проводить влажную уборку помещений, по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе. Сегодня Марс подойдет на рекордно близкое расстояние к Земле. Планета будет разделять всего 57,5 миллионов километров. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию кадры этого интересного явления. В результате сближения 4-я планета Солнечной системы станет самой яркой звездой на небе, что можно будет наблюдать воочию уже после заката Солнца. На этом рандеву Марса и Земли не закончится. Планеты будут находиться относительно близко друг к другу на протяжении оставшейся половины лета, и только в сентябре расстояние между ними начнет стремительно расти. Последний раз подобное происходило 15 лет назад. Никаких природных катаклизмов этот процесс не вызовет. Что касается рядовых астрономов-любителей, то еще одним интересным фактом станет то, что этой ночью помимо самой планеты возможно будет наблюдать и глобальную пылевую бурю на поверхности Марса. Строительство социальных объектов государственно-частного партнерства идет по плану. Журналисты с представителем компании «Газэнергомонтаж» посмотрели несколько объектов. Дворец современного искусства имени Гагарина в районе аэропорта, детский сад на 200 мест в районе 17-го квартала и детский сад на территории 203-го микрорайона. О том, как идет строительство этих объектов, узнавала наш корреспондент Анастасия Кобызева. Центр культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина – первый пункт объезда. Изюминка объекта – киноконцертный зал на 500 мест. По масштабам может сравниться только с Государственным театром оперы и балета. До конца года планируем данный объект полностью подвести к отоплению, то есть сделать тепловой контур, установить окна, отопление запустить и, соответственно, в зимний период начать отделочные работы внутренние. По сроку сдачи объекта у нас конец 2019 года. А строительство детского сада «Малышок» в 17-м квартале идет с опережением плана. Уже к концу года его откроют для 200 дошколят. Как вы видите, полностью заканчиваются уже фасадные работы, полностью ведутся работы по внутренней отделке, инженерные сети, подведена канализация, отопление, полностью весь комплекс мероприятий, который необходим для того, чтобы сдать объект в этом году. Самое большое количество строящихся объектов сосредоточено на территории 203-го микрорайона. Это школа, 2 детских сада и 2 объекта культуры. Библиотека и детская школа искусств. По окончанию строительства квартал будет полностью обеспечен социальной инфраструктурой.
12 социальных объектов строят в Якутске на основе государственно-частного партнерства. То есть в проекте участвуют не только власти республики и Якутска, но и бизнес. Благодаря этому удастся создать 1500 новых мест в школах и 1200 мест в детских садах. Часть объектов сдадут уже в этом году. Анастасия Кобозева, Павел Пахомов, Якутск. 8 августа в Южно-Сахалинске стартует финал 6-го национального чемпионата «Молодые профессионалы». Якутию в соревнованиях рабочих профессий представят более 50 участников. 26 конкурсантов из 23 и 23 эксперта-компатриота выступят в 23 компетенциях. Подготовка идет усиленными темпами, в частности в Якутском промышленном техникуме. С подробностями Марьяна Кутукова. В Якутском промышленном техникуме к чемпионату готовятся 2 студента. Ребята являются победителями отборочных туров в тенденциях ювелирное дело и сварочные технологии. Илья Пантелеев победил в Мирном. На отборе стояла задача одолеть вечных фаворитов – студентов Мирнинского регионального технического колледжа. 2 года подряд они становились первыми. В этом году, благодаря упорным тренировкам, будущим сварщикам из Якутска удалось пробиться в финал национального чемпионата «Молодые профессионалы». У нас вот сейчас в данный момент войти в тройку. Войти в тройку вот Южно-Сахалинске. Какие шансы? Да, не знаю, смотря как те готовились, другие участники. Знаю одного новосибирского, он вообще отлично варит. Тренировки каждый день, задания на чемпионате международного стандарта. Прочность швов, герметичность сосуда, за каждый элемент дополнительные баллы. Собираем, разбираем, это муторно, конечно. Ну, чтобы во времени уложиться, допустим, наш сосуд сейчас со 2-го модуля мы собираем где-то за 17 минут. Допустим, раньше уходило час, первая сборка, да, допустим, час, потом меньше. Геннадий Гаврилев тоже в сборной Якутии, заявлен в ювелирном деле. К чемпионату готовится все лето. В прошлом году тоже участвовал, там в республиканских. Я занял 2-е место, и в этом году уже во 2-й раз я первый. Для меня участие в WorldSkills – это возможность показать все, на что я способен. И карьерный рост. Геннадий уверен, будет в тройке. В способностях студентов не сомневаются и в техникуме. Я бы не хотел громко говорить, заранее что-то планировать, но мы надеемся на лучшее. В прошлом году студенты нашего техникума с национального чемпионата, который проводился в городе Краснодар, принесли 2 медали. Это в компетенции ювелирное дело, это Федоров Егор, занял 2-е место. И в компетенции огранка ювелирных ставок Григорьева Лина заняла 3-е место. Завтра Илья и Геннадий вместе с другими участниками встретятся с главой региона Айсеном Николаевым. В ближайшие дни сборная Якутии вылетит в Южно-Сахалинск на всероссийский финал чемпионата WorldSkills. Марьяна Кутукова, Владимир Павлов, Якутск. В Нерингре на мемориальном комплексе погибшим угольщикам общественники провели субботник. Это место является одним из культовых в городе. Здесь расположена могила первого начальника участка шахты Чульманская разреза Нерингра Алексея Столыпина и арка с колоколом в память о погибших угольщиках. Сюда часто приезжают свадебные кортежи и официальные делегации. Общественники собрали мусор на прилегающей территории. При этом урны, расположенные на площадке мемориала, были почти пусты, а вот близлежащий лесной массив оказался полон мусора. Якутский атлет Игнатий Чамчоев готовится к всероссийскому чемпионату по кроссфиту. Чемпионат пройдет с 17 по 19 августа в Москве. В нем принимают участие 40 сильнейших спортсменов из России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Подробнее о подготовке лучшего кроссфитера в Якутии в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. 4 года на волне кроссфита. Игнат пришел в спорт, как все, чтобы поддержать тело в форме. Кроссфит – функциональный тренинг. Включает элементы тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, гимнастики и бега. Упражнения постоянно меняются. Спортсмен выходит из зоны комфорта. До кроссфита я просто ходил в разные залы, занимался в тренажерном зале, занимался плаванием. Хотел набрать мышечную массу чуть-чуть и нашел вот такую программу тренировок. И начал заниматься, попробовал. И
Для моей физической подготовки как раз подходил этот вид спорта, и я быстро спрогрессировал. Через 2 года Игнат начал выступать на соревнованиях по кроссфиту. В прошлом году 7 стартов. Парень вошел в элиту кроссфита России и получил путевку на большой кубок. Тогда стал 28-м. В этом году нацелен на пьедестал почета. Сегодня активная фаза подготовки. 3 тренировки в день. Этот объем тренировок для неподготовленного человека, конечно, очень огромный. Игнат является атлетом элит-класса. И для него это очень большой объем тренировок. Эти тренировки, то есть в таком темпе он тренируется, когда идет именно подготовка к соревнованиям. В межсезонье у Игната немножко, конечно, объем поменьше. Сейчас Игнат не только сам профессионально занимается кроссфитом, но и тренирует других. В учениках опытные спортсмены и новички. Для Якутии кроссфит – новый вид спорта. В столице региона всего 4 специализированных зала. Начинать заниматься кроссфитом можно в любом возрасте и в любой физической форме. Это очень гибкий вид спорта, и программу можно подобрать под каждого. Самое главное, о чем говорят мастера своего дела, начинать нужно всегда под присмотром тренера. Юрий Осипов, Григорий Охлопков, Якутск. Как за максимально короткое время обустроить туристический лагерь и костровую кухню, а также быстро пройти спортивную трассу, знают в Удачном. На днях там прошли туристические соревнования среди 8 команд. Подробности у Оксаны Мезенцевой. Участники команды подземного рудника «Удачный» ловко завязывают туристические узлы. Простое, Брамшкотовое первое задание в зачет. Быстро преодолевают и болото на слегах. И впереди главный этап – ориентирование на местности. Именно на это задание уходит много времени. Искали контрольные точки. На трассе и новички, и опытные участники. Разожженный костер – этап последний. И долгожданный финиш. Команда рудника в этом году заняла 3-е место. Сложно было, кочки были очень, такие, тяжелая дорога. Вот утонула по колено в воду. В этом году трассу туристического соревнования прошли 8 команд. Участники преодолевали болотистую местность по деревянным кочкам, стреляли по мишеням. Конечно, самым сложным этапом стало ориентирование. Здесь самый главный помощник – компас. Лучшее время на трассе в этом году показала команда ремонтного специализированного цеха. На 2-м месте сборная Треста «Алмаз Автоматика». Приятно, такой отдых спортивный И вполне несложно, надо сделать потяжелее. Были на Чернышевске, знаем, что такое тяжело. Команда отработала на отлично, мы первый раз показали, с того момента, как я участвую, первый раз показали такое замечательное время. Я думаю, что штрафных баллов набрали очень мало. Первый раз участвую в таком мероприятии. В общем, с непривычки, тяжеловато, рваный темп, скорость то быстрее, то медленнее, в горку, с горки. Туристические соревнования на Кубок директора Удачинского комбината в этом году стали юбилейными. 10-й раз молодежь Алроса собирается на берегу реки Сытыкан, проверяет свои туристические навыки, да и просто хорошо проводит время. Не подвела в этом году и погода. Позитивом зарядились сразу с утра на официальном открытии. Здесь прошел самый первый конкурс на лучший девиз. Первое место у команды управления комбината. Кроме того, что это спортивное мероприятие, нам еще направлено на то, чтобы молодежь обучалась руководить, обучалась думать, обучалась мыслить. Ведь мы же готовим будущее поколение, которое будет работать, которое будет командовать здесь предприятиями, ГОКом и так далее. Пока команды проходили трассу, в лагере определили лучшего повара. Болельщики готовили блюда в походных условиях. Самый вкусный кулинарный шедевр оказался у сборной 12-й фабрики. Здесь же в каждом биваке на конкурсы готовили и стенгазеты. В ход шли разные подручные средства. Самой креативной стала газета Удачинской автобазы. Для меня это мероприятие, это частичка меня уже. Оно доставляет нам удовольствие, подготовка, плюс сплочение коллектива. Все это дело доставляет нам большое удовольствие. Весело, здорово, классно, общение. Мы же когда работаем, мы же не видимся. Дом, работа, а здесь хоп, собираемся все друг друга. О, привет, привет. Клево, все, классное мероприятие, позитива очень много. Погода наконец-то наладилась, все отлично. За максимально короткое время каждая команда обустроила туристический лагерь. Здесь лучшими стали работники «Алмаз электромонтажа». Помимо спортивной трассы были организованы и многочисленные конкурсы. Лучшую туристическую песню исполнила команда цеха хвостового хозяйства. В юбилейных соревнованиях участвовали только сборные предприятий Удачнинской площадки. По разным причинам не приехали в этом году на открытые состязания ни мирнинцы, ни айхальцы.
Оксана Мезенцева, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и удачи вам.